Зарема. Ну, я же не умею петь. Умеешь, давай, ты же хотела мне спеть когда-то, давай. Точно? Да. Ну, после Бачаева и Лидии я вообще не могу никакие песни петь. Ну, это У меня слуха нет. наша суперзвезда, на нее не равняться, а гордиться ею надо. Мы не сможем, как она, никогда Я петь. ею горжусь. Угу. Но мне стыдно после нее, вот как ее слышать, после нее даже говорить о Неправильно. какой-нибудь песне. У каждого голоса, как и у каждой звезды, есть свое место и есть свои поклонники. Ты мне когда-то обещала спеть. Давай, ничего не знаю. Ой. Ой, цветет. Ой, цветет калина в в поле у ручья. Парня полюбила. Что там дальше было? Я не умею петь. Я очень люблю Ой, песни. мурку чағады, қобан жағада, бір жігіт жашны мен сүйіп қойдым да, мен алай сүйгенме тимеге еткіз, көліні açарға таба алмайма сөз. Ну, хорошо. Огромное тебе, во-первых, спасибо за эту песню на карачаевском языке. Все, кто это слушал, очень многие эту песню поют на карачаевском. Они благодарны вам за эту песню. А я тебе благодарна. Я благодарна тебе за этот прекрасный стол, за эту встречу. Я проездом в гостях у своей давней подруги из Нижней Мары, Халкёчевой Заремы. Зарема очень интересный человек. За столом я пока вот наберусь сил, потому что я была в Нальчике на фестивале Алтын-Кол и еду оттуда. Проездом я нахожусь здесь. Вот через перевал еду и встретилась с ней, завернула к ней. Позвонила до этого, что я вот еду, буду проезжать. Вот она нам стол накрыла. Ой, бог, и какие цветы. Нарвала цветочков, которые... Полевых, ты знаешь, что я люблю полевые цветы, да? Да еще вот эти... Луговые. Васильки. Как василечки. Красивые василечки. Как глаза твои. Какие у меня такие глаза? Вот васильковые. У меня темнее, наверное, или такие? Такие. Спасибо. Очень красиво, как-то уютно у тебя стало. Но эти цветы когда-то высыхают. Да, что-то с ними случается, а твои глаза всегда остаются твоими, чистыми, добрыми. Спасибо большое. Давай угощаемся. Давай набираемся сил, потом пойдем знакомить. Ну, я в течение получаса ты все много сделала. Мы на этом месте в тот же час как-нибудь обязательно соберемся. В хорошей компании. Спасибо, Зарема. С нашей Лидией Бачаевой. Бог даст, Аллах отца. И будем кушать шашлычки. Шашлыки, они хорошо. у меня получаются шикарные. А с чем ты делаешь их? Ягнята. Только ягнята. Как сказала ягнята, мне жалко ягнят стало. Ну, и они уже... Давай шашлыки с яблок сделаем. С яблок? Или с грибов, или с чего-нибудь. Не с ягнят. Жалко ягнят. Ну, давай соберемся все. Так. Все наши друзья, кого мы знаем, с кем мы дружим. Все соберемся. И кто что будет готовить? Пусть кто есть. Да. Кто что хочет, да? Хорошо. Кто грибы, кто не грибы, кто что, Хорошо. Картошку, кто не картошку. Спасибо большое. Кто шашлыки. Посмотрим. Я кто насытилась. яблоки запеченные. Спасибо большое. Бағалы жамағат. Мені бек сейір тейін қызым Халкёчеваны Зареманы үсінен бір көп айтырым барды. Бұллай қызларыбыз көп болсын. Мара өзенді оғой есің, бүтө Қарачайда, Малқарда Заремача қызларыбыз жоқны орындадыла. Мен мапсағат босағадан башлайым да, Зареманы ойымын, izlemin, kol işin, muratların, nüzürlerin açıklayım. Karap sizde meniçe ulusu berip, bağa beririz deyip dur ama Zarema egeçi bizge. Bu bereketli tepside Zarema en kıyın günün bolsun mabulay tepsi kurağanın har marada har üyürde, Karaçayını har üyüründe
ma bu pereki etmek, et, ma cemişliğe kaydam kurumasılar. Sağ ol. Моя золотая, сабо. Теперь пора millete bir közeyik olanı. Я спустилась с этого перевала Маринского. Вот. Моя машинка, моя вишневатая ласточка. Я же вам сказала, я в гостях. У кого Медной горы? У хозяйки Медной горы. У хозяйки Медной горы Заремы Халкёчевой. Вот, представляете, в этом ущелье, когда я проезжаю, я всегда заглядываю к ней на огонек как бы. Зарема необычный человек. Она большой художник восприятия жизни, мира. Она воспринимает как большой художник. Посмотрите, все это она сделала сама, своей фантазией, своими руками. Будем знакомиться. Вот смотрите, этот камень. Что означает этот камень, Зарема, у твоего кафе? Этот камень означает, что когда-то, когда не было ни машин, ни ничего, механики когда не было, вот, сюда их было 2 таких камня. Что с ним делали? Перекидывали, кидали сюда балку большую. Так. Ага. Ставили рядом вот эти камни, сюда вот на это место балки и привязывали коней. Вот как. Это, я не знаю, как это называется. Я в сознании понимаю, а вот я не знаю, как точно оформить вот это все. Ясно. Интересный камень. Где же он был? Этот камень Откуда его привезли? тайно нашла на окраине. Ты сама нашла? Ну, мне сказали, что лежит тут. Ну ясно, но ты сама пошла там нашла, увидела и решила привезти. Украсила. Украсила, надо ж. А камень какой, Сюда посмотри. этот камень поставил один человек. Этот один человек. Мы долго мучились, а никого не было. Тут никого не было, никто не ходил. И мы хотели как-то поставить, очень хотели поставить. А он говорит, давай я сам говорит, попробую, я должен это сделать. Это поставил Руслан Узденов. Руслан Узденов. У него есть еще песенка. У Руслана Узденова есть? Да. Он что, пишет стихи, песни? Да. Раньше А кто он такой? Хороший. Где он живет? Он местный. Местный? Он очень хороший парень. Да вы что? А что за песня? Я знаю эту песню. Я сталкивалась с его песнями в интернете. Надо ж, как это интересно. Сколько ему лет, этому Руслану? Этому Руслану 52 года. Познакомишь? Конечно, познакомлю. Вот папоротник. Вот какая дверь. Это все ее фантазия. И двери, вот над дверьми вот эти вот бруски. Сверху посмотрите, как сделано. И вот достопримечательность.
Ну вот как-то вот плита так интересная. потихонечку я на архитектура тут Здорово. чисто своя, О, ничего здорово. нигде, никто ничего нигде. Все естественное, да? Да, Искусственного ничего нет. Ой, как здесь красиво. Ну, здесь мы с тобой сейчас немножко полакомились твоими вкусностями. А что это такое, Зарим? Это корень дуба. Вот это корень дуба? Да, О. я очень люблю. Вот это самый настоящий корень дуба. Ребята мне притащили. Ну-ка, расскажи. Я месяц этот чистила. Ну, по-хорошему, если очень хорошо почистить, наверное, было бы совсем по-другому. Намного лучше. Корень дуба? Да. Ну, Это здорово. корень дуба. А ты сама придумала вот этот березовые такие? Да. Это ж Да, надо. Все сама. Всё Фантазия тут, да. твоя. Да, да. Здорово. Тут дерево раньше было, но я убрала оттуда его. Ой, как Солнца не интересно. хватало. Окошечко как ты сделала. Сама вот это тоже я ни у кого не видела такого. Здорово. Ну, а наш стол. Вот цветы для меня собрала, какие, Зарема. Я люблю луговые цветы. Ну, надо ж, какой натюрморт. Спасибо большое. Так. Угу. Красиво как. Ну, бар у тебя такой красивый. Ну-ка посмотрим на бар. Ой, здесь тоже натюрморт какой красивый. Бар у Заремы. Как красиво. Ух ты. Ух ты. Красиво. Надо еще что-то заметить. Когда мы пили с тобою воду, этот, как называется, это вода, вкусная такая, и я что заметила, посмотрите, может быть, на темноту надо или на свет? Заримка. Даже рюмки у нее фирменные. Все у нее фирменное. Ну-ка, давай вот против света. Ну-ка. Заримка. Заримка. А ну-ка вот так. Давай с тобой выпьем. Шипучая вода. Буханем? Бухнем. За тебя, Зарема. Спасибо. Так, идем дальше. Твоих достопримечательностей нет конца. Посмотрите, какой у нее порог. Это из пня вырезала. Посмотрите, покрасила как. Это порог. Боже мой, окно в природу. Окно в Европу. Ух ты мой, как красиво все у тебя. Это что? Ой. Ну надо ж, а. Это камушки, что ли, у тебя, Зарема, здесь? Да. Ой, какие красивые камушки, а. Ты посмотри. Ну супер. Ты молодчина. Представляешь, Зарема, как здесь хорошо. Ой, здесь тоже. Сяду на пенек, съем пирожок, неси бабушки. Как хорошо. Сидя наблюдать за природой. Посмотрите, какие горы, облака, птицы летают, речка шумит. Бог ты мой, как все красиво. И мы с Заремой сидим. Вот. Да, тут Нас хорошо. видно или нет? Хорошо, правда же? Тут вечером хорошо, когда Вечером? машин мало, звуков никаких нет. Тут вообще другое измерение. Другое измерение на самом деле. Давайте вот на живую природу посмотрим. Посмотрите, вот что у Заремы растет. Все виды, что значит сорняк? Все виды цветов, растений. Речка Мара, кажется, она такая маленькая, тихая, но когда она не в себе, она буйная, сносит дома, мосты.
поднимается на 2-3 метра ввысь, Больше даже больше, и сносит на своем пути все. Свирепеет, звереет. А сейчас она вот такая безобидная течет. А ты в курсе, что у меня с этой стороны тоже речка течет? Где течет? Вот. Да ты что? Где течет? Против солнца? Где там течет? Вот. Бах ты мой! О-о-о! Ну надо ж, а у тебя и здесь речка какая сказочная. Ну, Зарема даешь, а. Как у тебя хорошо. Наверное, я перееду к тебе жить. Пожалуйста. С Карачаевска в Нижнюю Мару переезжаю, в Зареме. Заремушка. Я всем рада буду. Теперь, Заремочка, вот здесь вот постой, где тени больше. Вот, наверное, вот здесь. Сюда иди. Да. Что-нибудь расскажи свое, вот, свои видения. Нет, там мало света опять. Ну-ка так. И так, не так. Ну-ка сюда. Вот так, да. Пусть будет солнце немножко, ну ничего страшного. Из чего это все у меня началось? Да, с чего все началось? А я Бога, наверное, хорошо попросила. Бога попросила? Ну как? Я девчонкой была, мы ездили в Верхнюю Мару учиться. У нас 8-летка была, а мы туда ездили 9-10 класс. Учились Ох, там. пушок как летит. У-у-у. И мой автобус ехал с Карачаевска к 7 часам утра, а зимой было темно и холодно. И каждый раз, когда я начинала замерзать вот тут вот, я всегда Бога просила: Господи, ну дай мне такую возможность, чтобы я тут домик построила, и чтобы там печка была, чтобы... Летние снежинки, снежинки летние, посмотрите. Ой, как красиво. И просила Бога. О чем? вот, Еще раз, чем еще это раз. все закончилось? Нет, о чем ты просила Бога еще раз? Дай Аллах. Дай Аллах мне вот, чтоб место такое, чтоб я тут домик построила, тут же остановка была. Остановка была? Да. И просила. Вот к чему и пришла. А сейчас всегда вспоминаю, думаю, надо все равно просить лучшее, больше, хорошее. И это всегда сбудется. Я в этом больше чем уверена, потому что вот эти мои детские какие-то мысли, Мечты? так четко. Не, это даже не мечты были, это какие-то Мысли, да, отрывки? внутренние, да, мысли. Вот холодно было, я начинала вспоминать и хотела тут домик, чтобы с печкой был. Вот так у меня и получилось. А теперь хочу. Да, здорово. Ну давай еще раз теперь так пройдемся. А теперь уже никуда не хочется. Правда здесь хорошо? Да, это мое. Твое. Это мое. Это... Самый много необычный, самое романтичное кафе в радиусе города Карачаевска по Маринскому ущелью — это у хозяйки Медной горы Заремы Халкечевой в Нижней Маре. А ты знаешь, почему меня так прозвали? Хозяйка Медной горы? Не знаю, ну-ка расскажи Ты чуть-чуть. очень прекрасно знаешь нашу Тамару Бачаеву. Тамару, артистку, да, и Да. поэтессу знаю. Да, ее сейчас с нами уже нет. Джандет И вот Лебасункова. они все время хотели, чтобы я выехала отсюда. Куда выехала? Ну, уехала отсюда. чтобы Почему? Не сидела тут в море. Считали, что И, ты ну, должна по-другому А жить, я да? пыталась, я училась в Ставрополе, хотела... На кого ты училась? Кстати, у тебя У образование. меня образование технолога. Технолога? Общественное питание. О, поэтому так вкусно ты мне все приготовила. Да, я сегодня ничего вам не готовила. Готовила курицу. Приготовлю обязательно. Это без проблем. И вот она уговаривала, когда уже поняла, что я на самом деле не хочу отсюда уезжать. Она так сказала: вот там гора, а ты хозяйка этой горы Медной. Вот так и... У тебя прозвище, да? Да. Хозяйка Медной горы. Мне нравится. Да. Умница ты. Жалко, что ее с нами уже нет. Да, она очень талантливый человек, красивой душой. Да.
Лидия Батчаева все время смеялась над этим. Прозвищем, да? Да. Это мои друзья все. Я их очень люблю. Кто здесь бывает, которых можно назвать в этом кафе? В этом кафе. Друзьями Да. очень многие. Ну, артисты ладно. почти все. Артисты бывают, да. Ну, ты творческий человек. Все это я считаю творчеством. Поэтому тебе интересно с творческими людьми общаться, дружить. Очень приятно, что ты дружишь. Кому не приятно с хорошими людьми общаться? А мне приятно, что я тоже нахожусь в твоих друзьях. Спасибо вам огромное. Угу. Спасибо, Зарима, за такую встречу, за теплую. Встретимся еще, хорошо? Хорошо, конечно. Угу. До свидания, Жду моя на дорогая. шашлыки. Хорошо, спасибо, дорогая. Не только тебя, а всех. Все желающие по-настоящему отдохнуть на природе, едем к Зареме Халкечевой, Будем хозяйке варить Медной кофе, горы. Кофе, жарить шашлыки. самоварный готовить- чай Да, с травами, без трав. да. Интересно. И чаннахи на плите, самые настоящие чаннахи. Еще что у вас блюда какие Да, интересные? В принципе, все блюда. Ну, Наши русские блюда, кавказские блюда. Ну, это по желанию клиента. Можно приготовить. спасибо. Спасибо. До свидания, Зарема, дорогая. Спасибо за все. До свидания. Ждем